Для очередной параллели выпускников начался последний учебный год. Ребята интенсивно готовятся к предстоящим ЕГЭ. На первом заседании специальной рабочей группы под председательством вице-премьера Рустема Келехсаева приняли план мероприятий по подготовке к экзамену 2015 года. В этом году, в 2015 году, экзамен будет вестись не в 3, а в 2 волны. Он будет проходить в апреле и в мае-июне. А в июле экзамен не будет проводиться. Это огромный плюс для учителей, которые смогут отдохнуть в летний период. А также бонусом для учителей Северной сети является то, что организаторы ЕГЭ, труд организаторов на ЕГЭ будет оплачиваться. В Северной сети откроется независимый центр тестирования проведения ЕГЭ, который будет работать в течение всего года. То есть, если участник ЕГЭ не удовлетворен своим результатом, он может перестать по любому предмету. И, как я уже сказала, он будет функционировать в течение всего года. На официальном сайте Федерального института педагогических измерений в открытом доступе находятся контрольно-измерительные материалы. Любой желающий может пройти тесты и проверить уровень своей подготовки. По указу президента России Владимира Путина в этом году участники снова будут зимой писать сочинения. По его результатам будут выявлены выпускники, которые получат доступ к сдаче ЕГЭ. Министерство образования делает все для обеспечения честной сдачи экзаменов. С прошлого года сохранилась система работы организаторов ЕГЭ, наличие металлоискателей и видеокамер. Сабина Лаборова, Фатима Макиева, Евгений Маркин, Осетия ТВ.